Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем наш международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». И я приветствую вас на форсайт-сессии «Урбанистическая среда, образовательная среда, цифровая среда как фактор качества образования». Позвольте представить наших спикеров. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, сегодня с нами работают Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, профессор кафедры технологии и профессионального обучения Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, доцент. Надежда Викторовна Бысик, ведущий эксперт Института образования НИУ Высшая школа экономики, исполнительный директор проекта в Якутии. Китайгородская Галина Владимировна, ректор Коммерческо-республиканского института развития образования. И по возможности к нам подключатся наши американские коллеги Андрей Витальевич Коптелов, доцент, директор Центра международного образования Государственного университета Сэма Хьюстона, и Уильям Эджингтон, профессор Государственного университета Сэма Хьюстона. Итак, коллеги, сегодня мы можем говорить о том, что город может рассматриваться как воспитывающая и образовательная среда. Но при этом мы с вами можем говорить о том, что образовательная среда может стать и третьим учителем, в том случае, если она организована так, чтобы поддерживать процессы обучения. Педагогический потенциал мегаполиса можно рассматривать как компьютерную сеть с гиперссылками. Эти гиперссылки могут давать возможность бесконечно долго перемещаться между различными смыслами. Это может быть выявление особенностей ребенка, как субъекта или объекта воздействия пространства города. Это подбор средств и способов определения зависимости результатов образовательного взаимодействия от места проживания горожан. Это изучение исторической динамики развития культурно-образовательного потенциала города. Это поиск оптимальных элементов пространства города для эффективного решения задач образования. Это может быть характеристика обратных связей процесса взаимоотношений человека и души города. Может быть проектирование, апробация механизмов педагогической коррекции поведения горожан разных возрастов и активизация потенциальных возможностей элементов городского пространства при различных уровнях активности объектов и субъектов. Этот список можно продолжать. И сегодня мы обсуждаем возможности урбанистической среды, образовательной среды и цифровой среды в повышении качества образования. Мы предоставляем слово Надежде Викторовне Бысик, ведущему эксперту Института образования НИУ Высшая школа экономики, исполнительному директору проекта в Якутии. Надежда Викторовна, добрый день, мы рады вас приветствовать, что вы нашли возможность все-таки принять участие в нашем международном семинаре. Пожалуйста, слово вам. Да, все хорошо, очень хорошо слышно, видим вас. Да, уважаемые коллеги, слышно меня? Да, спасибо. Очень приятно быть на семинаре, спасибо, что пригласили. Особое спасибо за то, что пригласили сейчас. Это фактически первый мой раз за текущие 2 месяца, когда пришлось сделать прическу, одеть пиджак, накрасить глаза. Это очень важно в нынешних психологических условиях, поэтому за это большое спасибо. Но все-таки вернемся к теме. Действительно, совершенно верно, что сейчас мы не можем ограничиться ресурсами нашей образовательной системы. Нынешний режим срочного перехода на дистант показывает, что они весьма ограничены, и мы должны мыслить рамками экологического подхода, говорить об образовательной системе как системе, окружающей школу. И в этом смысле я хотела бы сегодня рассказать о проекте, который мы сейчас реализуем в Хангаласском улусе Республики Саха-Якутии по совершенно новому механизму, который называется Social Impact Bond, или еще он называется Development Impact Bond. И я сейчас попробую расшарить вот свой рабочий стол, по-моему, видно, да? Я не готовила презентацию, но зато существует у этого проекта сайт, на котором вы вполне можете всю информацию более так детально просмотреть. Этот проект реализуется Высшей школой экономики совместно с Внешэкономбанком. Вот я открою еще одну страницу. Это страница, посвященная механизму данных проектов на сайте Внешэкономбанка.
И он реализуется по новому механизму, связанному с присутствием частного инвестора. Дело в том, что образование – сфера достаточно консервативная. Вот сейчас на ММСО мне очень понравилось выступление одного из региональных министров, которая сказала, что в образовании очень трудно переобуться в новые туфли. Это очень хорошо, потому что система устойчива и реагирует спокойно и нормально на всяческие катаклизмы. Но с другой стороны, нужен какой-то механизм, который позволял бы в образовании внедрять вещи, трудно идущие в рамках существующих регламентов работы, финансирования и так далее. И вот одним из таких проектов, который позволяет использовать новые методы и способы, реализуемые в отдельных территориях за деньги частного инвестора, является проект Social Impact Bond, СИБ сокращенно. Партнерами проекта является Фонд развития Дальнего Востока, инвестор и, так сказать, Внешэкономбанк. Значит, у проекта есть ряд направлений, их всего 5: умная аналитика, эффективная школа, школа успеха для каждого, партнерство и наставничество и наши школы. И на сайте мы размещаем новости нашего проекта. Но сегодня я бы хотела сосредоточиться, поскольку у нас форсайт-сессия, на тех выводах, к которым мы пришли в результате реализации этого проекта. Он начался примерно в июне прошлого года, то есть почти год. И я надеюсь, эти выводы будут весьма полезны для проекта в Республике Коми, связанного с поддержкой школ в сложных условиях. Итак, еще раз, основная идея проекта состоит в том, что мы вышли за рамки ведомственной системы, говорим об экологии, об экосистеме образования и внедряем новые инструменты, доказавшие свою эффективность, о которых говорят в России и за рубежом, за счет помощи Внешэкономбанка и частного инвестора. Итак, что же мы делаем и что было бы полезно для республики и проекта республиканского? Первое, чем отличается проект ИСИП, это очень большая мониторинговая составляющая. Вот если мы откроем вкладку «Результаты» на сайте нашего проекта, то мы увидим совершенно четко, сейчас, одну секунду, раздел, который называется «Умная аналитика», и в котором представлены наши мониторинговые действия. Посмотрите, у нас прошло уже 3 этапа проекта, посмотрите, насколько много всяческих мониторинговых мероприятий. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в любой момент времени отслеживать, насколько эффективно работают разные части системы. Вообще проект ИСИП начинается с того, что внедряется некоторый мониторинговый продукт как социальный эффект или эффект социального воздействия, который рассчитывается по формулам обычно на основе каких-то внутренних мониторингов или даже результатов ЕГЭ, ОГЭ, участия региона в олимпиадах и так далее. И вот этот вот эффект или индекс социального эффекта является основным показателем проекта. И он раскладывается для каждой школы, для каждого учителя, для каждого ученика. В Якутии за счет прироста, в виде прироста образовательных результатов, профессиональной компетентности или места школы в общем рейтинге. И это очень важно. Кроме вот этого индекса социального эффекта существует еще измерение удовлетворенности, измерение того вклада или вовлеченности в мероприятие проекта, который существует на уровне каждой образовательной организации. Кроме того, мы запустили авторский мониторинг прогресса индивидуальных достижений. Это полностью компьютерный тест, который позволяет измерять достижения учащихся по отдельным темам русского языка и математики. И результаты этого проекта, результаты этого мониторинга могут быть разложены на каждого учащегося, на каждый класс, на каждую тему и так далее. И аналогичный мониторинг совместно с Якутским институтом развития образования проведен в отношении учителей. Таким образом, выявлены профессиональные дефициты по отдельным темам, по отдельным курсам, предметам. И составлена общая автоматизированная база данных. Вот сейчас мы как раз работаем на том, чтобы эту базу превратить в удобную проектную оболочку, информационную оболочку,
чтобы это был сайт, на котором в отношении каждой школы формировался пакет данных, позволяющих оценить ее место в рейтинге и движение вот в этом самом рейтинге. Ну, конечно, мы не рейтингуем всех напрямую. Наш подход еще со времен реализации проекта проекта поддержки слабых школ состоит в том, что школы должны кластеризовываться, то есть они должны сравниваться с похожими, со школами, находящимися в похожих условиях, но вот в этих рамках вполне возможен прогресс и рост. Таким образом, вот большое количество всяких мониторингов – отличительная черта нашего проекта. И, конечно, очень серьезной становится задача обучения учителей, заучей, директоров школ, даже специалистов управления образования тому, как с данными этого мониторинга работать. И мы двумя путями идем. С одной стороны, мы обучаем специалистов, с другой стороны, мы облегчаем инструменты восприятия этих мониторинговых данных. Но как только, значит, появляется возможность в режиме реального времени следить за тем, что происходит, с результатами учащихся, с другими показателями, возникает, конечно, большое желание двигаться вперед, искать себя в каком-то месте, сравнивать и так далее, и так далее. А дальше основные мероприятия проекта, связанные с прямым воздействием на учащихся, на педагогов, школы и родителей. И вот такое комплексное воздействие, впервые осуществляемое в отдельной территории, муниципалитете, оно дает свои результаты. И мы надеемся, что целевое значение индекса, которое запланировано на 3 года, к концу 3-го года точно будет выполнено. И я бы хотела обратить внимание на некоторые нюансы по каждому из этих направлений, для того, чтобы можно было предусматривать подобные вещи в программах поддержки школ Республики Коми и в школьных программах улучшения результатов. Ну, например, самый лучший и легкий способ улучшить результаты учащихся в сельских школах, отдаленных, например, и у учащихся, которые пока не блещут знаниями, это встретить их с хорошими, высококлассными профессиональными учителями. И мы это делаем. У нас в проекте существует уже 2 типа школ. Это школы роста для тех, кто тянется и растет, и школа успеха для тех, кто тянется, но уже к 100 баллам или к участию в олимпиадах. Это муниципальные школы. Они начинаются обязательно как очное мероприятие, для того, чтобы дети могли познакомиться, подружиться. Это, знаете, такой каникулярный лагерь. На каникулах обычно в течение 1-2 недель такие школы проходят. И основная задача этих школ – работать с дефицитами учеников. И мы привлекаем туда преподавателей, которые в нашей автоматизированной системе числятся сильными преподавателями и могут, владеют информационными технологиями. И вот такую работу начинаем вести. Если, уважаемые коллеги, вы хотите такой опыт принимать, то вы должны обязательно знать, что эти школы регулярные, они имеют преемственность, они проводятся каникулярно, составляется общая единая программа, и между каникулами, между очными встречами обязательно должна быть дистанционная поддержка. Поэтому существующая система карантина для нас способ отработать все дистанционные формы, которые, может быть, пробуксовывали или не было, так сказать, мотивации к этому. Сейчас для нас это очень важная задача. Кроме вот этих курсов очно-дистанционных, важно предусмотреть для каждого ученика перспективу. То есть он начинает как ученик школы роста, потом он может переходить в школу успеха. Школа успеха проводится уже совместно с Малой академией наук, учреждением дополнительного образования, работающим с сильными учениками в Якутии. Затем мы приглашаем учеников в Москву, в наши вышкинские школы для олимпиадников и детей высокого потенциала. И вот такая вот непрерывная линия, она очень важна для того, чтобы улучшать образовательные результаты учеников. Примерно то же самое мы делаем и в отношении учителей. Для нас курсы повышения квалификации учителей – это второй способ поднять образовательные результаты учеников, потому что учительский фактор, как доказывают международные исследования, это самый главный фактор. Но мы совершенно точно теперь убеждены, что
курсы повышения квалификации. Какими бы замечательными они ни были, каких бы мы выдающихся экспертов не пригласили, информационные там среды не затеяли, должны обязательно иметь продолжение. Особенно в таких отдаленных территориях, когда очень часто в сельских школах 1 или 2 учителя, и они нуждаются в методической поддержке и взаимодействии. Поэтому мы в УЛУСе предлагаем и курсы по предметам, и курсы по новым педагогическим технологиям, и курсы по специальным педагогическим технологиям, например, по работе с детьми ОВЗ. Но все наши курсы начинаются как очные, ну, хотя не все. Есть все-таки курсы, которые мы затеяли как дистанционные, но надо начинать как очные. Затем они должны обязательно иметь возможность дистанционного продолжения выполнения заданий и методической поддержки. То есть наши преподаватели в течение месяца, 2, мы так это называем, нянчаются со слушателями курсов для того, чтобы они могли укоренить новые способы и практики работы у себя в профессиональной деятельности. И опять-таки у нас есть совершенно точный трек. Сначала это курсы, например, на базе Института развития образования. Затем это курсы в Высшей школе экономики. Затем это, может быть, стажировки в других регионах России, зарубежных странах. И это может быть магистратура Высшей школы экономики и так далее. Но для каждого учителя должен быть простроен вот такой вот перспективный трек. Тогда, конечно, мотивация сильно возрастает. Что касается школ, здесь пока, к счастью, наверное, не придумано ничего более эффективного, чем межшкольное взаимодействие, сотрудничество, то, что в проекте помощи школам называется сетевые пары, сетевые школы, опорные школы и так далее. И мы тоже активно пользуемся этим инструментом. И здесь очень важно устанавливать горизонтальные связи не только внутри муниципалитета, но и с другими территориями. И опять-таки нынешняя система карантина нас вполне научила делать это не только очно, но и дистанционно. И мы рассчитываем на поддержку Института развития образования в организации именно стажировок, которые мы понимаем как достаточно длительная работа какого-то директора или педагога со своим коллегой по освоению практик вот этого самого наставника с участием Института развития образования, который признает такие стажировочные площадки, включает их в свои учебные мероприятия и так далее. И еще одна важная часть нашего проекта, нашей общей экосистемы образовательной в УЛУСе, которую мы строим, это родительская вовлеченность. Вот когда мы впервые встретились с нашими коллегами в Якутии, мы увидели, что очень активные родители проживают в сельских поселениях и в городе Покровске, который является центром нашего УЛУСа. Но традиционно родители берут на себя задачу взаимодействия со школой во внеурочной деятельности. Наша цель – это повысить вовлеченность в учебный процесс. И вовлеченность за взаимодействие со школой, и вовлеченность, когда родитель взаимодействует с учеником дома, спрашивая его или общаясь с ним по поводу обучения. И мы строим вот эту работу с 2 сторон. С одной стороны, мы работаем с общественными организациями, такие как Совет отцов, например. С другой стороны, мы работаем со школами и управляющими советами школ. И для нас эта дорога тоже имеет несколько таких точек роста, начиная с информирования родителей через участие в волонтерских акциях и затем участие в управлении школы. Есть еще одна важная часть, которая идет очень трудно в Хангаласском УЛУСе пока. Это взаимодействие школы не только с родителями, но и с внешним сообществом. Потому что во внешнем сообществе, конечно, есть субъекты, которые могут вполне способствовать развитию образования и повышению образовательных результатов. Это прежде всего вузы и техникумы, и предприятия. И, пока, к сожалению, мы не можем похвастаться здесь практиками работы, хотя если обратить внимание на университет Высшей школы экономики, то у нас 3 подразделения занимаются работой со школьниками и имеют просто катастрофическое разнообразие форм и методов. Это дирекция по общему образованию, дирекция по профессиональному образованию и олимпиадам и факультет ФДП, который работает с абитуриентами. Вот. Существуют в разных территориях разные регионы взаимодействия, разные способы взаимодействия с колледжами. Это проект «Колледж-класс», например, или проект профессиональных проб.
И если нам удастся вот в следующем учебном году эту работу наладить, то мы сможем уже похвастаться тем, что в УЛУСе создали действительно экосистему образования. Вот все, что я хотела сказать, готова ответить на вопросы. Надежда Викторовна, мы благодарим вас за такое содержательное выступление. Вы дали так много рецептов сразу для наших школ, новых участников проекта. Те, кто внимательно слушал и, возможно, даже конспектировал ваше выступление, я думаю, для себя много интересного и полезного услышали. Я хочу напомнить, что Надежда Викторовна является нашим давним партнером. Она участвует во всех наших мероприятиях проекта «Эффективная школа», начиная с 2017 года, в наших онлайн-конференциях. В прошлом году она приезжала на наш международный методический семинар. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их во вкладочку «Вопросы». Надежда Викторовна с радостью на ваши вопросы ответит. Да, вот я вижу, уже 2 вопроса поступили. Первый вопрос, можно рассказать немного о результатах. Значит, результаты мы собирались измерить, как прирост в результатах ОГЭ и ЕГЭ учащихся Кангаласского УЛУСа в текущем учебном году, но, к сожалению, по ОГЭ точно уже не сможем измерить, а по ЕГЭ мы сейчас предпринимаем специальные меры, планируем летние школы и консультирование учащихся вплоть 11 классов, вплоть до наступления экзаменов, поэтому вот эта вот мера специальная, мы рассчитываем, что она еще повысит результаты. Вот, поэтому тоже сложно измерять. Но самое главное, что у нас есть базовые срезы, это ОГЭ и ЕГЭ, результаты ОГЭ и ЕГЭ за 2019 год, и мониторинг прогресса индивидуальных достижений, которые мы в 7 и 9 классах провели в УЛУСе как базовый стартовый срез. И вот сейчас мы готовим второй срез по итогам года мониторинга индивидуальных достижений, который будет проводиться в виде компьютерного тестирования, и, думаю, результаты увидим. Почему для нас так важны результаты? Потому что механизм проекта такой, что если прирост результатов уже зафиксированный в соглашении между вышкой, Внешэкономбанком и регионом будет достигнут, тогда, соответственно, финансовый механизм предполагает, что регион возвращает средства инвестору. Потому что задача проекта как раз родить эффективные практики, экономящие бюджетные средства. А если не будет достигнут эффект, то тогда инвестор не сможет свои средства вернуть. Поэтому то, как мы работаем сейчас с банком, это очень хорошие практики. Мы буквально сверяем каждый шаг и мониторим каждый шаг. Поэтому пока о результатах сказать не могу, но вот результат четко зафиксирован. Ну и какие направления стажировочных площадок развиваются? У нас нет как таковых именно стажировочных площадок, у нас все школы фактически стажировочные площадки. Мы сейчас пошли по такому пути. У нас прошли несколько курсов повышения квалификации по темам, которые мы определили как самые важные и ведущие. Ну, например, это дифференцированный подход к учащимся на уроках русского языка и математики. Это внедрение методики исследования урока, как методики сотрудничества учителей, совместного планирования, анализа и так далее. И, значит, курсы по подготовке к ОГЭ для педагогов, которые работают с девятиклассниками. И вот те коллеги, которые прошли обучение на курсах, в соответствии с каскадным методом или каскадным принципом нашей работы, в следующем году становятся, значит, консультантами, тьюторами, по-разному можно назвать, для новых коллег. И когда мы набираем новую группу на обучение, мы фактически уже вот эту преподавательскую работу делим. Есть определенный преподаватель, выдающий теорию, а затем каждый новый слушатель имеет возможность подключиться к слушателю, который уже прошел обучение и получил сертификат вышки. В общем, мы, когда обучение затевали, таким образом с людьми прямо и договаривались, что их задача будет потом расшаривать эти практики и быть тьюторами для других. Но это очень важно, потому что нельзя быть тьютором, если ты сам не применяешь. И для нас в курсах не просто познакомить, а именно научить применять. И вот таким вот образом мы делаем. Поэтому для нас стажировочные площадки открываются в каждой школе по разным предметам, и стажеров приглашают разные педагоги.
Благодарим вас, Надежда Викторовна. Отпускаем на важное ваше другое событие, да, другой очень важный семинар. И передаем слово Марине Ефимовне Вайндорф-Сысоевой, профессору кафедры технологии профессионального обучения Московского педагогического государственного университета, руководителю магистерской программы электронные обучающие технологии, доктору педагогических наук, доценту. Надежда Викторовна в своем сообщении сделала акцент на том, что сегодня очень важно формировать цифровые инструменты, да, вот даже собирать данные мониторинга в цифровой базе. И Марина Ефимовна является как раз большим специалистом в области формирования цифровой среды. Сегодня она расскажет нам о том, как цифровую среду можно рассматривать в качестве современной экосистемы обучения. Марина Ефимовна, вы с нами. Марина Ефимовна, мы готовы предоставить вам слово. Так, да, Марина Ефимовна, подключайте камеру, пожалуйста. Мы вас пока не видим, только в чате. Марина Ефимовна, подключайтесь к нам. Мы вашу презентацию запустили и хотим вас увидеть и услышать. Марина Ефимовна, попробуйте закрыть, если у вас видео пошло в другой вкладке, попробуйте все лишние вкладки закрыть и вот только в этой нажать на иконку камеры. Да, коллеги, вот сложность дистанционного формата взаимодействия. Да. Бывают какие-то технические проблемы, технические сбои, но тем не менее все равно дистанционные образовательные технологии дают нам большие возможности, особенно в нынешних условиях, когда в очном формате мы с вами не всегда можем встречаться и решать какие-то серьезные вопросы. Так, Марина Ефимовна сейчас к нам подключится. Марина Ефимовна, попробуйте обновить страницу, если не получается выйти в эфир. Возможно, какая-то проблема. Так, хорошо. Коллеги, Процесс пошел. пожалуйста. Марина Ефимовна, ваше окошко появилось. Сейчас мы вас увидим и услышим. Вот. Здравствуйте, Марина Добрый Ефимовна. день. Очень рады вас приветствовать. Марина Ефимовна тоже наш давний партнер, давний друг, принимает участие во всех наших мероприятиях по проекту «Эффективная школа». Пожалуйста, Марина Ефимовна, вам слово. Можете начинать. Марина Ефимовна, мы вас Спасибо большое. Я очень благодарна за приглашение на этот международный семинар, потому что сегодня очень важно встречаться, и для этого есть все возможности. И мне бы хотелось говорить сегодня о том, что же это за среда, которую мы считаем экосистемой для обучения, потому что мы оказались все в этой интересной ситуации. И о чем же мне хотелось бы сегодня с вами переговорить?
Это интересная история, которая заставила нас по-другому осмыслить происходящие процессы. Мы оказались вот в такой ситуации, когда каждый из нас изменил полностью, кардинально пространство для обучения. С одной стороны, у нас теперь нет стен, и мы открыты для всего мира. С другой стороны, каждый обучающийся попал совсем в другую историю. Там, где есть родители, там, где есть рядом совсем другие контроллеры, те, кто могут посмотреть, увидеть и не только своего ученика, своего ребенка, но могут увидеть и нас, родителей, нас, учителей, которые этот процесс организуют. Где-то это несколько комнат, и каждый может зайти в свою. Где-то все вместе находятся в одной комнате и имеют один инструмент. И поэтому учитель сегодня оказался в очень сложной ситуации. И только все вместе мы можем что-то такое сделать для того, чтобы можно было этому учителю помочь. Ну, давайте подумаем, что же такое произошло, что мы можем, и с помощью чего мы можем изменить ситуацию. Посмотрите внимательно. Мы до сегодняшнего дня, до периода самоизоляции, работали в условиях электронной информационно-образовательной среды, которая продиктована для нас специально созданными условиями. Информационной системой автоматической, приемной комиссии, если есть таковая в образовательной организации, социальными сетями, библиотеками, каналами коммуникации. И это все сопровождало учебный процесс. А сегодня мы все оказались заложниками ситуации, когда все окунулись в эту цифровую образовательную среду, в среду, которая специальным образом создана для образовательных целей. И это оказалась совсем другая история. Марина Ефимовна, к сожалению, связь не очень хорошего качества, поэтому мы предлагаем вам включить только звук своего микрофона, а камеру отключить. Возможно, помех тогда будет меньше. Там, где только микрофон. Нажмите только на микрофон. Марина Ефимовна, нажмите на иконку микрофона, чтобы мы могли вас слышать. Презентация будет видна. Да, презентация в любом случае будет видна. Вы сможете ее листать и рассказывать по ходу. Так, сейчас Марина Ефимовна сделает еще одну попытку подключения. И мы продолжим нашу работу. Все-таки, да, режим самоизоляции в домашних условиях не всегда дает нам возможность воспользоваться качественными услугами интернет-соединения. И некоторые технические проблемы могут возникать. Вообще выкинуть список. Так, видимо, какие-то серьезные проблемы возникли у нашего спикера. Еще раз попробую подключить. Вышли из вебинара. Вышел из вебинара? Если появится, тогда мы... Да? Это можешь продолжать? Да, давай. Так, да. Как только у Марины Ефимовны связь наладится, мы предоставим ей возможность продолжить свое выступление. А сейчас, чтобы не терять время, мы предоставляем слово Галине Владимировне Китай-Городской, ректору Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста, Галина Владимировна, вам слово. Коллеги, еще раз добрый день. Марина Ефимовна к нам обязательно подключится. Мы ждем подключения Марины Ефимовны, но мы с вами продолжаем говорить об образовательной среде, урбанистической среде, ну и, конечно, цифровой образовательной среде. Уважаемые коллеги, мы с вами на уровне республики формируем профессиональные треки,
которые сегодня мы, конечно, демонстрируем в рамках нашего проекта. Для нас качество образования, воспитание, наставничество связаны сегодня с нашими федеральными и региональными проектами. Уважаемые коллеги, на уровне Республики Коми приняты региональные проекты, которые основаны на наших региональных инициативах. И, конечно, уважаемые коллеги, мы в течение ближайших дней будем говорить о различных практиках субъектов Российской Федерации. Но, конечно, важно учитывать, что в нашей республике сформированы именно те региональные проекты, которые учитывают и наши социально-экономические условия, и специфику нашего кадрового состава. Поэтому, конечно, уважаемые коллеги, когда мы говорим о нашем республиканском проекте «Эффективная школа», мы должны с вами понимать, что когда мы формируем программу улучшения результатов наших обучающихся, мы формируем так называемое коробочное решение. Мы изучаем, мониторим профессиональное развитие наших кадров, мы мониторим нашу инфраструктуру, наше содержание. Именно исходя из наших региональных особенностей, мы понимаем, что именно программы перехода школ в эффективный режим функционирования, они основаны на тех региональных, муниципальных инициативах, которые мы, коллеги, можем с вами реализовать. И именно эти коробочные решения, они связаны с тем, что для нас стратегическими направлениями развития является, конечно, воспитание и просвещение, в основе которых лежит наша глобальная с вами цель. Мы формируем разностороннее мышление гармонично развитой личности, которая, да, ориентирована на здоровый образ жизни, которая готова сегодня к активному участию в социальной и экономической жизни и страны, и республики. Поэтому сегодня, конечно, когда мы вот в рамках следующей площадки будем говорить о программах перехода школ в эффективный режим функционирования, мы даже с вами понимаем, что стратегические линии, они обязательно должны быть основаны на тех инициативах, которые у нас реализуются. Конечно, активная позиция российского движения школьников, наши профессиональные конкурсы, наши новые сообщества для самореализации школьников и педагогов – это все тот ресурс, который, коллеги, на уровне республики мы должны реализовать. И, конечно, сегодня, уважаемые коллеги, те новые протоколы в образовании, которые позволяют нам выстраивать горизонтальные формы обучения, связаны с тем, что на уровне республики, да, созданы сети методических объединений, сети на уровне опорной школы Республики Коми, которые, уважаемые коллеги, тоже принимают участие в нашем проекте. Та модель наставничества, которой мы посвятим отдельно нашу площадку, она будет связана с тем, что мы будем говорить как раз о наших региональных инициативах. Поэтому, уважаемые коллеги, учитывать региональные инициативы и все наши особенности. Ну и, конечно, те тренды, о которых мы говорили. Сегодня базовая модель формирования человеческого капитала связана с тем, что мы сегодня осознаем, что от конкуренции мы переходим к кооперации. От владения чем-то индивидуально мы переходим к совместному доступу. От понимания «я победитель», «я лучший» мы переходим к профессиональной эмпатии. От потребления к совместному освоению и к социальному капиталу. Поэтому действительно сегодня та реальность, в которой мы живем, она формирует и новое мышление, новое наше сознание. И, конечно же, в рамках другого образования, именно другого, но которое формируется сегодня, мы осознаем, что мы работаем с поколением настоящего и будущего. И к нам подключается Марина Ефимовна. Да, Марина Ефимовна, вы к нам подключаетесь, мы вам попытаемся передать еще раз слово. Можно следующий слайд? У меня как раз, вот, да, здесь Марина Ефимовна, следующий мой слайд, да. И мы вот здесь, я внимание обращаю, это как раз из монографии Марины Ефимовны, которая определила те вопросы, которые надо
задавать для именно нашего современного образовательного пространства вызовы цифровой эпохи. Кого мы учим? Как? Чему? Кто? Кто знает, как учить и у кого спросить? Поэтому, конечно, перестройка образовательного процесса, она в настоящее время определяет и поиск новых форматов и новых технологий. Марина Ефимовна, мы вас видим. Подключайтесь, пожалуйста, Так, к я нам. здесь с вами. Да, Марина Ефимовна, мы очень рады вас слышать. Передаем вам слово, Марина Ефимовна. Спасибо большое. Я хочу сказать, что действительно это очень такой важный вопрос, вопрос понимания, что мы должны делать и как. Ну вот мы вернулись к этой цифровой среде, и я перелистну страничку. Вот эта открытость процесса обучения, она сделала нас совсем другими. Она заставила каждого из учителей, каждого из преподавателей отвечать за каждое слово. И это другая ответственность. Это особенность той цифровой среды, в которой мы с вами на сегодняшний день живем. Мы получили в этой экосистеме другой регламент обучения. Оказалось, что сегодня в таких условиях работать, как мы это делали раньше, нельзя. Оказалось, что теперь мы должны выстраивать вот этот процесс обучения, исходя из возможностей, исходя из тех запросов, которые есть у тех, у кого мы с вами обучаем. Есть еще одна важная особенность, о которой нужно говорить. Это вопрос, касающийся оценки. Вот эти все возможности, они нас заставляют использовать оценку как технологию. Мы теперь не имеем права не проверить работу, мы должны все работы проверять. Мы не имеем права поставить цифру как отметку, мы должны ее обязательно комментировать. И исходя из этого, сам контент, который мы теперь разрабатываем для этой среды, он становится другим, потому что мы начинаем по-другому смотреть на учебный процесс. И я должна сказать, что теперь сам учебный процесс, он является и результатом обучения, потому что человек не только учится, а он осваивает очень много различных новых инструментов, новых видов деятельности. В этой экосистеме каждый обучающий должен решить для себя много вопросов. И один из них – это удобный инструмент. Один из них – это другая возможность этих ресурсов. Если вы вспомните, в традиционном обучении, в очном, у нас известные с вами форматы. Урок, на уроке объяснение материала, контрольная работа, практикум, например, или коллоквиум, если это в вузе. А что произошло сегодня? А сегодня у нас видов объяснения нового материала десятки. И это другая возможность. Это возможность экосистемы, это возможность глобализации. Мы теперь можем не просто сами читать, например, лекцию, а найти спикера репутационного, который авторитетен в науке, например, и пригласить его для своих обучающихся. Мы можем в обычный класс пригласить ученого, и он к нам придет, и совсем по-другому выстроится учебный процесс. Здесь есть одна очень серьезная опасность. Мы не имеем права брать все подряд. Мы должны очень хорошо задумываться, какой инструмент использовать, чтобы понимать, что именно этот выбранный нами инструмент будет работать для конкретной дидактической задачи. Тем самым мы очищаем пространство, мы убираем ненужные процессы, мы убираем контент, который не работает на обучение, а просто был контентом, который мы в какой-то момент, может быть, даже использовали. Очень хорошая возможность в современных условиях – это возможность дистанционного наставничества. Почему я об этом говорю? Сегодня это очень важный момент. Нам открыты глобальные сети. Мы можем найти тех коллег, мы можем найти тех учителей, тех специалистов, которые в какой-то конкретной области специализируются, и им задавать вопросы. А так как мир открыт, мы можем очень быстро получать такие ответы. Вы знаете, ведь сегодня обучение на курсах повышения квалификации – это не самое
самое главное в нашей профессиональной жизни, может быть главнее получить поддержку в послекурсовой период, когда ты уже освоил, изучил, там поработал, а теперь использовать начинаешь. И вот здесь хорошо работает в том числе и дистанционное наставничество. Кроме этого, в этой экосистеме работает и персонализация обучения, потому что мы можем найти ответ на конкретный вопрос. Мы можем обучение персонализировать. Я могу учиться по запросу. Если, например, меня интересует цифровая безопасность, я, конечно, буду в сетях искать Алексея Лебеденко. Если меня интересует цифровая опасность обучающихся в этой среде, как защитить свой аккаунт, как защитить свою среду. Это вот магистрант наш, который уникален в своих возможностях. Если я хочу научиться снимать видео, профессиональные, учебные, которые могу сама как преподаватель делать, то я, конечно, найду Сашу Степанова, и он каждому поможет и расскажет. И так мы можем, если меня интересует начальная школа, это там Таня Громова, это персонализация обучения, когда ответ идет очень и очень адресно. И это тоже другая система организации обучения. Создавая таким образом ресурсы, набирая нового формата задачи, подбирая контент, подбирая курсы различные, репутационные для преподавателя в первую очередь, мы создаем банк. Банк вот этих возможностей. И когда мы с вами перейдем от ситуации самоизоляции в ситуацию очного обучения, мы сможем этим банком пользоваться в самых интересных и мирных целях. Например, на обычном уроке какого-то из обучающихся, из учеников отправить углублять содержание. У кого-то, понимая, что у него есть проблемы с базовыми знаниями, отправим в эту среду ликвидировать дефициты. Дети, которые не имеют возможности прийти в класс и также остались удаленно, они здесь получат новые инструменты. И имея такой банк, мы можем иметь ресурс для любой сложной ситуации. И, конечно, когда я вижу, я наблюдаю, как работает ваш институт под руководством Галины Владимировны, я очень хорошо понимаю, что вы в этих процессах кооперируетесь, что сегодня важно. Одному учителю всегда сложнее создать свой банк, чем если учителя объединятся вместе, имея серьезное руководство. То есть вот эта среда, которая чиста сегодня как лист, и мы ее наполняем содержанием, мы ее делаем действующей экологической средой для обучения. Мы отправляем обучающихся на правильные адреса в библиотеки, отслеживая их. Мы их отправляем на те виртуальные экскурсии, где понимаем, что будет чистая экологическая среда. Мне думается, это очень хороший шанс для построения новой системы организации обучения. И есть еще одна очень важная возможность. Обратите внимание, что наш обучающийся лишился больше, наверное, потерял больше возможностей, чем мы с вами, учителя, потому что мы все-таки старше. Обучающийся ученик мог прийти в аудиторию, слушать учителя, не слышать, сделать домашнее задание, не сделать. Он мог зайти до двери и остаться на скамеечке в коридоре. И это был его выбор на данный конкретный момент. А сегодня ситуация совсем другая. Он всегда должен быть в классе, он всегда должен быть готов, у него все проверяется. И поэтому очень серьезным этапом в жизни, вот в этом дистанционном обучении, является обратная связь. Это новая возможность. Посмотрите, виды обратной связи, они такие же, как и в традиционном обучении. Все просто. Устное, письменное, видео и аудио. Но вот форматов, возможностей оценить с помощью такой обратной связи деятельность обучающихся стало гораздо больше. И наша задача освоить такие возможности и поставить определенную цель. Это очень важный момент, потому что каждый обучающийся ждет. И если раньше его ожидание могло быть нивелировано общением, в том числе с одноклассниками,
то сегодня он напрямую ждет нашу реакцию в любом формате. Ну, надо сказать, что, конечно, обучающиеся сегодня больше всего любят письменное общение, как обратную связь, потому что они говорят, тогда это план действий. Или аудиообщение для того, чтобы зафиксировать процесс. Но для преподавателей, для учителей все эти форматы, все эти виды, они как новый вид деятельности. Мы не обучались с вами такой коммуникации, когда нужно разговаривать на запись, писать постоянно, вот эти новые форматы. Пока мы с вами пишем ответ, наши обучающиеся уже ушли на 100 метров вперед, потому что они не заморачиваются запятыми, большими буквами, правильным построением предложения, а мы обо всем об этом думаем. И я не говорю, плохо это или хорошо, просто такой факт есть. Есть еще одна важная компонент этой обратной связи. А вот ученик должен к нам прийти в нашу систему дистанционного обучения, которую мы выстраиваем. Или, например, мы к нему должны прийти туда, где он живет. Там ВКонтакте, допустим, или в Discord, где сейчас очень модно обучать. Или, например, как в Высшей школе экономики ушли все в Майнкрафт. Как это сделать? Почему это важно? Как пойти? Какое принять решение? Это очень серьезные и важные моменты для организации вот этой экосистемы, в которой мы с вами живем. И они тоже действуют на каждого из нас. И завершая выступление, я хочу сказать, что мы должны очень аккуратно, очень бережно относиться к этой среде, которую создаем, чтобы она была полезной для обучающегося, чтобы она была самодостаточной для обучающегося, чтобы он там находил удовольствие. И тогда мы не навредим будущему, потому что это очень серьезная опасность, и от этого очень многое зависит. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Я приглашаю вас, Галина Владимировна, на свою страничку в Дзен. Я открыла именно о дистанционном обучении. Думаю, что вполне вероятно будет это интересно. Напишите мне, я всегда вместе с вами, и завтра тоже с удовольствием приду на сессию. Марина Ефимовна, мы благодарим вас от коллектива Республиканского института развития образования. Мы благодарны вам за профессиональную поддержку. И, конечно, мы очень рады, что вы включаетесь в столь важные профессиональные мероприятия и событийный ряд на уровне нашей республики. Уважаемая Марина Ефимовна, мы благодарим вас. Я знаю, что будут подключаться ваши коллеги, поэтому надеемся, что наша плодотворная совместная работа, она, конечно, принесет результат, который мы можем в дальнейшем на уровне нашей республики оценить именно как успехи проекта «Эффективная школа». Спасибо, Марина Ефимовна. Спасибо большое. Спасибо. Марина Ефимовна пришла к нам на семинар со своей профессиональной командой, со своими магистрантами, которые будут принимать участие в мероприятиях нашего семинара. Марину Ефимовну мы ждем еще на одном нашем мероприятии в другие дни работы нашего семинара. И, коллеги, хотим поблагодарить Марину Ефимовну и ее магистрантов за тот вклад в банк для организации обучения, который они сделали для нашего международного методического семинара. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вы все обратили внимание, что на сайте нашего международного методического семинара есть раздел, который называется «Мастер-классы». Именно там размещаются те мастер-классы, семинары онлайн, вебинары, которые мы проводили в течение предыдущего времени. Большинство из них посвящены организации дистанционного обучения, но есть и много семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по предметам. И наши коллеги, наши партнеры, которые приняли участие в работе нашего семинара, предоставили нам видеозаписи своих лучших событий профессиональных, и вы все можете с ними ознакомиться в открытом доступе. А сейчас, уважаемые коллеги, время нашей форсайт-сессии подходит к концу. Мы завершаем ее работу, даем вам возможность некоторое время отдохнуть
И в 16:30 ждем на информационной сессии создания региональной и муниципальной инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Да, спасибо, уважаемые коллеги, что вы были с нами. Не забывайте, что в разделе «Вопросы» вы можете их задать. Наши коллеги и Надежда Викторовна, и Марина Ефимовна, они готовы на ваши вопросы отвечать, поэтому мы для вас оставляем 2-3 минуточки, не закрываем наш чат для того, чтобы вы могли данные вопросы задать. Это очень важно. Конечно же, в завершении данной форсайт-сессии я еще раз внимание хочу обратить, что все презентации, которые, уважаемые коллеги, мы используем, наши коллеги, они будут обработаны и в завершении семинара нашего представлены. И, конечно же, подводя итог важной сессии, я хочу напомнить, учитываем региональный контекст. Коллеги, действительно, сегодня мы идем в рамках федеральных международных трендов и понимаем, что сегодня именно те решения, которые принимаются на уровне образовательной организации, муниципального образования, на уровне нашей республики, они всегда основаны на тех социально-экономических условиях, которые определяют специфику нашей любимой республики. Уважаемые коллеги, мы ждем ваших вопросов. Можете вопросы обозначать. И до новых встреч. Мы встречаемся с вами в 16:30, коллеги.